Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы продолжаем нашу рубрику «Сказки на ночь». Сегодня нам хочется поделиться удивительной сказкой, а написала ее Елена Велина. А сказка называется «Утюг». Усаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно. Я не золото, однако же блещу. Не огонь, а обжигаю. Так думал иногда наш герой, пристроившись на своей полке. С виду он был не ахти какой, не красавец, это точно, но мнение о себе всегда был высокого. Я, если и не самый главный в этом доме, то во всяком случае почти что самый необходимый. Ну кто действительно может обойтись без меня? Хозяину всегда нужны накрахмаленные, выглаженные рубашки, а хозяйка вечно хлопочет, чтобы не было морщинок на одежде и скатертях. А их маленький сыночек Данька иногда даже отглаживает измятые листы бумаги из любопытства. По вечерам Утюг прятался в комод на свою полку, а с утра принимался за работу. Из горы мятого и бесформенного белья он делал аккуратные стопки. Из непонятных вещей после его трудов возникали великолепные скатерти и платья для Даниной сестренки Василисы. Работал Утюг помногу и иногда очень уставал. «Приляг, отдохни!» — шептали ему стоптанные папины тапочки, пристроившиеся у комода. «Ты столько работаешь, совсем запыхался!» Отдыхай побольше. Утюг не обращал внимания на эти советы и причитания. Он считал себя выносливым и поблажки себе не давал. Вот доглажу эту гору белья и отдохну. Напрасно ты считаешь, что сможешь переделать всю работу. На завтра будет такая же гора. Ворчливо отвечали ему тапочки. Вот мы, к примеру, спрятались в уголке и никуда не спешим. Хозяин про нас забыл, видишь, бегает по дому босиком. А мы тут отдыхаем. А разве интересно так сидеть и чахнуть в углу, когда вокруг столько не сделанного? Да, конечно. Движение – это жизнь. Вмешались в разговор часы. Вот наш маятник двигается неперестанно. Вправо, влево. Всю нашу жизнь. Тик-так, тик-так. Мы не спим ни днем, ни ночью. И все время работаем и отсчитываем минуты. Ну, работайте, работайте. Недовольно проворчали тапочки. Износить себя раньше времени. А ты что это, Утюг, вчера фырчал? Подумаешь, полотенце не выгладилось. Ну что ты так сердился? Лежало бы оно неглаженное, никто бы не заметил. Это же моя работа. Ответил разгорячившийся Утюг. Я буду не я, если не отглажу все как следует. Никто и не заметит твой труд. Зря стараешься. Утюг от этих слов так раскалился, что из него пошел пар. Он разгневанно зашипел. Пуш, 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 пуш. Ишь ты как разгорячился. Сказали часы. Выпусти пар и не злись. Утюг остывал долго. Сначала он громко прошипел. Пуш, 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 пуш. Затем, успокаиваясь, шипел тише. А потом и вовсе умолкал, пристраивался на своей полке и только к полуночи начинал дремать. А утром его снова ждала гора выстиранного белья, и начиналось все сначала. Работай, работай. Говорили тапочки, развалившись у комода. А нам кажется, работа не волк, в лес не убежит. Да где же эти противные тапочки? Раздался вдруг голос хозяина. И вечно они куда-то исчезают. Не вовремя. Тихо! Прячься! Прошуршали тапочки. Утюг, не шевелись, а то нас опять найдут и придется бегать с хозяином по всему дому. А нам так уютно лежать здесь на одном боку и смотреть, как ты глупо проводишь свой день. Эх вы, лентяи! Пропыхтел Утюг, не переставая трудиться. Разве вам не наскучило валяться так?
Но на этот раз хозяин все-таки нашел пропажу. Вот вы где! Залегли тут в углу, вас и не видно. Если бы не утюг, не обратил бы на вас никакого внимания. Тапочки были извлечены из угла и потопали вместе с хозяином. Напоследок они прошипели. Ты, утюг, бессовестный задирала! Никому покоя не даешь. Утюг от таких несправедливых слов сначала запыхтел чуть громче, а потом все больше распаляясь, зашипел. Шипи, шипи, только не лопни. Услышал он из-за угла удаляющиеся шаги. Да, день рабочий начался неудачно. Утюг рассердился так, что даже покраснел. Эй, вы, рубашки, что так надули свои рукава? Вы же не паруса. Ну-ка, выстраивайтесь в ряд, я вас мигом проутюжу. Что это с ним сегодня? Удивились рубашки. Он всегда был такой заботливый, уступчивый. Так аккуратно разглаживал все наши складочки. А сегодня как разозлившийся вулкан. От него так и пышет жаром, как из печки. Даже страшно. Он может нас испортить, запросто прожечь дырку. Ага. В таком В гневном состоянии можно ли сделать что-нибудь полезное? Да. А утюг не унимался. Эй, ты, мятое полотенце, иди, я тебя проутюжу. Спаси нас, полотенце! Пролепетали рубашки. Он у нас прожжет дырки на груди. Да, и на спине. Хозяин не сможет нас надеть. И расстроится. А рассвирепевший утюг уже шипел. Будь что будет. Прощайте, друзья. Прошептало полотенце. Смотрите, У полотенца исчезла бахрома. утюг ее спалил дотла. Остановись. Утюг, что ты делаешь? Ой, Опешил утюг. что это я? Полотенце было совсем новое, а я спалил ему бахрому. Ну как тут у вас дела, ребятки? Прошаркали вернувшиеся тапочки. Как день прошел? Без осадков? Ой, откуда это у вас столько пара? Неужели дождь собирается? Это наш утюг опять перегрелся. Ответили грустные рубашки. День клонился к закату. Мягкий ветерок теребил занавеску. Теплые лучики солнца заглянули в комнату, пробежали по стопкам выглаженного белья и остановились на черных, обугленных краешках полотенца. Что это с ним? Спросили тапочки. Наше полотенце тушило пожар или работало спасателем? Почти так. Тихо ответили рубашки. Наш утюг всегда такой правильный. Сегодня так раскипятился. Что чуть нас всех не сжег. Хорошо, что за нас заступилось полотенце. И приняла огонь на себя. Вот это да! Утюг, ты что молчишь-то? Да что тут скажешь? Прошипел, остывая утюг. У меня от гнева пар отовсюду пошел, и я перестал соображать. Спасибо тебе, полотенце, что остановило меня. Тут прибежал Данька. Что это за запах? Что это горит? Мама! У нас тут, наверное, пожар! Обеспокоенная мама не сразу поняла, что произошло, но, увидев сожженные края полотенца, отругала утюг. «Ах ты, вояка!» — сказала она. «Если жара много, это не значит, что надо всех спалить». Она поставила утюг остывать на комод, пострадавшему полотенцу отрезала сожженную бахрому и сделала это так ловко, что никто даже и не заметил, что оно было испорчено. А утюгу подвинтила регулятор, чтобы он не нагревался так сильно. Нет мне оправданий. Думал остывающий утюг.
Я такой сильный и смелый, так навредил нашим мягким, безобидным вещам. Я должен был о них заботиться и лелеять их, а вместо этого... Не расстраивайся, Утюг. Как будто услышав его, заговорило полотенце. С кем не бывает. Завтра все будет по-другому. Да и я выгляжу, как после модной стрижки. Не грусти. Долго наш работяга не мог успокоиться. Уже давно стемнело, первые звездочки заглядывали в окно и отражались в полированной подошве утюга. Какой он красивый! Говорила одна маленькая звездочка другой. Да, он настоящий труженик, почти герой. Только иногда очень горячий. Но ничего, это у него быстро проходит. Закипит, выпустит пар, и потом снова работает тихо и спокойно. Наш утюг в эту ночь долго не мог уснуть. То ему мерещились тапочки с черной бахромой, то рубашки с круглыми прожженными дырочками. Я никогда не буду так больше распаляться. Думал он, засыпая под утро. Простите меня все. Казалось, звездочки услышали его слова и радостно сверкнули, будто улыбнулись ему в ответ. А на утро что-то изменилось в доме. Почему-то никто не услышал привычного ворчания из-под комода. Что-то здесь не так, как всегда. Подумал, просыпаясь, утюг. А где наши тапочки? Они исчезли, под комодом пусто. Заволновались носовые платочки. Может, их утащил щенок? Странно. Проговорило полотенце. Это что-то новенькое. И вдруг они услышали знакомую поступь. Да вот же они идут. Смотрите, это наши тапочки трудятся с самого утра. Да, но мы решили больше не прятаться за комодом. Ответили тапочки. Работе, оказывается, даже интересно. Ага, мы многое узнали, даже защитили нашего хозяина от притаившейся на ковре кнопки. Все-таки утюг прав. В темном углу и вправду валяться без дела неинтересно. С этого дня они больше никого не сердили своими ехидными словечками. И путешествовали с хозяином по дому каждый день. Утюг по-прежнему выпускал пар, но так сильно он впредь не кипятился. И впустую больше не шипел. А часы продолжали свою ежеминутную считалочку. Тик-так, тик-так. Как хорошо, что можно что-то изменить к лучшему хотя бы в себе. Тогда и вокруг что-то изменится. Вот такой удивительной сказкой Башкирский государственный театр кукол закрывает свой сезон. Но мы с вами на этом не прощаемся. Мы с вами будем встречаться каждый день. Мы будем показывать вам повторы и записи наших сказок и спектаклей. Мы очень надеемся, что за лето вы все отдохнете и с новыми силами придете на наш новый театральный сезон. До новых встреч, дорогие наши зрители!